вообще, вот наше поколение, родившихся в 60-х, ну, я говорю за свое поколение, в деревню привозили каждый там, через день или два, я не помню уже какая периодичность была. Кино для нас это было номер один. Потому что в детстве до какого-то времени у нас не было телевизора. Потому что телевизор не от того, что он дорогой, а от того, что надо было ставить антенну, там как-то вот не у каждого было. И сигнал был очень некачественный. Я помню, мы бегали к соседям смотреть фильм «Обратной дороги нет». Это про партизан фильм. И ну, там было, во-первых, язык мы не очень хорошо понимали, но главное там, что нас интересовало, это были перестрелки, было оружие, снайперские винтовки и так далее. А качество сигнала было, просто стоял туман. Люди какие-то ходили, стрелялись, бегали. А когда шли в клуб, там большой экран, и это очень влияло на нас. Поэтому вот мое поколение выросло на книгах и на кино. Телевидение еще такого, оно, во-первых, давали очень мало, ну, не целый день транслировали там, от вечера к вечеру. Вот. Ну, конечно, показывали по телевизору хорошие фильмы, сериалы, да, современные. Поэтому кино это являлось неотъемлемой частью нашей жизни, нашего досуга. И мы подражали героям. Вот. Мы смотрели, лично я смотрел в основном военные картины, любые. Когда много диалогов, мне не очень нравилось. Считалось это, ну, не очень хорошее кино. Поэтому кино, даже вот когда я стал актером, кино-то я все равно никогда не забывал. И учась в Москве, параллельно с театром мы ходили в хороший театр. Это ГАМ, Кулинком, хотя редко. Но редко из-за того, что там место найти было редко. А если вот стоять, то по студенческим можно было контрамарку достать, поэтому театр Моссовета, МХАТ, и, вот, как сказал, Ленком, часто ходили. Но в то же время по воскресеньям мы не пропускали ни одного нового фильма. Поэтому это все время шло параллельно. И в 1992 году, когда наш первый профессиональный кинорежиссер по его инициативе, по его идее, Михаил Николаев создал кинокомпанию «Сахафильм», конечно, мы, люди, которые относились к кино очень серьезно, мы пошли работать туда. Приходит с годами, мне кажется. В молодости человек не задумывается об этом, потому что в молодости человек живет другими категориями. Он должен найти свою любовь, создать семью, родить детей. Это все больше материальное, да? Вот. А потом наступает какой-то период, когда, больше, наверное, уже ближе к 40, уже осознание того, что вот середина жизни, и тут уже на многие вещи уже смотришь по-другому. Мне кажется, обвинять молодежь, что они смотрят такую там бессмыслицу, говорят там и так далее. Мы тоже смотрим. Нет, мы, конечно, у нас строй другой был, общественный. Вот. Мы жили в другой формации. Да. Мы, если честно сказать, мы рано взрослели, конечно. Да. После 8 класса я, например, уже. В 7 классе я уже зарабатывал. Там заложены просто,
мое желание показать наш народ в романтическом, таком возвышенном ракурсе. И показать другим людям, что на самом деле наша философия и наш быт, философия, жизнь наших предков, она достойна внимания. Это очень глубоко наши предки относились очень серьезно ко всему, в связи с природой, в связи с духами и так далее. Я даже помню в детстве мама, когда я побежал там, мы шли по тропинке, и я побежал по другой дороге, там топча траву и так далее. Она сказала, никогда не надо, не ломай, есть же тропа, ходи по этой тропе. Почему ты будешь дорогу делать другую? Поэтому эти устои, вот об этом я пытался рассказать. И хотел, чтобы молодежь, когда она уже созреет, вырастет, она вот бережно относилась и пыталась понять культурные коды нашего народа. А коды очень простые, мне кажется, они человеческие. Вот. Сохранение природы, преклонение перед природой. Ты не должен его пытаться подчинить, а пытаться влиться в ее среду, в ее темпоритм. Вот. И, вот как мудрые китайцы, да, на протяжении там 5000 лет, да, истории. Не пытаются ведь ничего не менять, потому что жизнь, она априори мудрая. Она же, природа сама знает, как должно быть, как это сделано, да? Поэтому успех их отчасти в этом. Они помнят свою историю, они помнят своих предков и руководствуются этим. Ведь ничего в этом мире придумывать не надо, уже давно все придумано. И эти современные технологии, вот эти на базе компьютера, они уже в 40-х, 50-х годах уже были, да, уже заложено, да. Сейчас идет просто модификация, модернизация, скажем. Вот, поэтому с этой точки зрения я хочу, чтобы они пытались сохранить ту уникальность в одежде, в украшениях, как они относились вообще к огню, к очагу, к еде. Это была целый пласт культуры. Да. Вот. Цель глобализации, скажем, по большому, глобализация это и есть капитализм. Да? Конечно, капитализм, убивает духовность, скажем так. Да? Оно же ставит... А без материального тоже далеко не уйдешь, да? Поэтому хотя бы в быту, там, дома нам никто ведь не запрещает наполняться духовностью наших предков. Вот. И даже, не обязательно там каждый день носить эту одежду. Просто дома там может быть какой-то зажечь дымокур, подумать о прошлом. Например, я всегда представляю, например, выйду, а вот здесь к Туймаде особенно. Это же Туймада. Здесь жил Тыгин, здесь жили наши предки. И с этой точки зрения я всегда стою, когда на горе, и думаю, а там где-то у хатасов там стояли юрты, люди жили. Здесь проскакивали, наверное, наши ботуры, куда-то спешили. Там ведь тогда тоже шла жизнь.
Там много-много коров паслось, там прямо тысячи. И эта картинка, между прочим, в детстве я еще застал, когда выезжаешь из города в сторону Покровска, вот эти все луга, это были везде коровы, лошади. Вот. Ну, у меня нету вот такого. Я, честно говоря, не люблю пересматривать. Ну, наверное, каждый режиссер. Не очень люблю. Просто если даже пересматриваю свое кино, именно с точки зрения памяти. Ну, восстановить память, в каком это году было, какое тогда было настроение. Конечно, это всегда вызывает такие теплые чувства. А переснять я не знаю. Для меня вот фильм снят, уже все, я иду дальше. Я уже не возвращаюсь. Ну, наверное, каждый так делает, потому что жизнь идет вперед. Вот. Конечно, кино это же ну, самое после космоса, наверное, одно из больших достижений 20 века кинематограф, да? Да. Ну, имею в виду самое развитие в 20 да, веке. И человеку это очень, кинематограф очень нужен человек. Это замочная скважина, это ответы, ну, и мне кажется, что итальянский неореализм, да, советское кино, азиатское кино, оно очень много дало, мне кажется, людям того времени. Ориентиры, духовные ориентиры. Все равно кино является, ну, как ни крути, все равно это пропаганда. И когда ты выходишь и ты берешь кино и априори ты обращаешься к людям, мне кажется, ты должен ну, нести ответственность. Ответственность. И какой бы ты молодой не был, но все равно ты должен нести ответственность. Поэтому ты... А если ты эту ответственность не чувствуешь, да, показывая какой-то негатив, и вынося из этого негатива, делая себе плюсы, да, там в карьере, чтобы о тебе там писали и так далее. Мне кажется, жизнь через какое-то время попросит и у тебя ответ. Придется ответить перед жизнью. Да, для меня, конечно, ориентир это Куросава, в первую очередь. Да, в философском понимании это, конечно, Тарковский. Да, и кроме этого, самое важное место в, в моем отношении к великим мастерам, конечно, мой мастер, учитель Латяна. И Джанимо Имоу. Я просто обожаю фильмы Имоу. Это мой ориентир. Меня, конечно, для меня вот особенно в последнее время, когда уже с возрастом человек, конечно, меняется в этом плане, ты понимаешь, что в этом мире нет ничего случайного, нет ничего нелогичного, все логично в этой жизни. Встречи, расставания,
Это вот миг, да, жизнь это миг, мгновение, в котором все имеет значение. Вот с этой точки зрения для меня, лично для меня кино это, конечно, некое магическое действие, которое ты пытаешься передать людям. Не от того, что ты такой там крутой или умный, а вот ну, так вот складывается, что ну, вот через, ну это, наверное, слишком громко сказано будет, через тебя там как посредник. Нет, ну ты, это кино, конечно, в своем мире, в своей голове, конечно, это все делаешь, перевариваешь. Но, несомненно, я согласен с тем, что это магическое действие, в котором, несмотря на развитие 21 века, на технологические какие-то прорывы, человек все равно нуждается. И, наверное, еще будет долго нуждаться в этом. Фильмография. Вот первый пробный фильм по Серошевскому я снял по своей инициативе. Я его хотел снять, но тогда видео только-только начиналось, пленка была дорогая, практически невозможно было на пленке что-то снять. Вот. Но тем не менее, ну, получился такой. Ну, сейчас-то технологии более совершенные, намного совершенные. Но дело даже не в технике, дело в сознании, дело в мышлении. У нас не было опыта якутского кино. На самом деле первые фильмы снимали Анатолий Васильев, Семен Малаев, Руслан Васильев, Семен Васильев. Ну, вот эта команда, они выпустили там один полнометражный и короткий метр они снимали. Кстати, снимали на 16-й пленке, кажется. Да. Вот. Поэтому у нас не было опыта, вот, у кого можно было научиться. Все равно это, чтобы в голове вот это все сложилось, и драматургия, и сценарий, и актерская работа, и операторская работа, все равно нужна школа. Ну, тогда нужна была школа, это точно. Сейчас я не знаю, как сейчас у людей формируется это вот сознание. Казалось бы, очень просто. Есть начало, есть завязка, кульминация и развязка, да, структура фильма понятна, любой драматургии понятна, да. Но это вещь такая для меня лично очень сложная, которую, не знаю, для меня писать сценарий и снимать кино все равно так же трудно, как и вот в 94 году мы сняли. В 94 году, да. Потом пошла там по Ермолаеву несколько работ. И заказы, да, заказы. Конечно, в основном все мои фильмы сняты по заказу государства. По правительству республики. И вот последняя работа тоже так же. Но тут дело в том, что, понимаете, тут сначала возникает идея, а эта идея, возникает у режиссера, в частности у меня. Потом это продвигается, и выдается деньги не просто так, это же получается заказ. А вот такого чистого заказа, конечно, это две картины: «Журавли над Ильменем» и «Снайпер Саха», про войну, да? Там вот точно был заказ, а что делать, куда деваться? Когда у меня вот такой вот принцип вообще по жизни. Любая работа, независимо, много денег, мало денег, интересный сценарий, неинтересный сценарий, но работа есть работа, надо ее делать.
Я так отношусь, например. И в нее можно привнести вот свое. Например, «Журавли над Ильменем», там мы вплели еще и Чурапчинское, да, переселение. Вот связали две темы. Потом, значит, поскольку чистой войны у нас, конечно, и по бюджету, и она стоила по тем временам, нам выдали 3 миллиона рублей. Вот, и практически ничего не было. Автоматы деревянные, оружие деревянные, каски немецкие из папье-маше. Вот. А чтобы выйти, ну, благо сама история нас спасала, да, это была зима и масхалаты. За масхалатами можно было все спрятать, вот, и так вот мы снимали. Поэтому заказ, это на самом деле ничего плохого в этом нет. Ну, конечно, выстроить. Я вот сейчас свою жизнь прошедшую, так вот, как бы вижу ее структуру, да, например, где были мечтания и так далее. И вот всю жизнь как-то вот распланировать, конечно, сложно. Но на самом деле это период не такой уж и длинный, да, там 30 лет, там 28-30 лет я уже начал задумываться, да, вообще о кино и так далее. И представить, ну, представить, конечно, я представлял, но в каком это виде будет и насколько это будет длинный фильм, и сколько он будет стоить, конечно, это предположить было очень сложно. Но зачастую мы об этом и не думали. Какие-то ближайшие планы мы строили. В 2005 году, после окончания «Журавли над Ильменем», которого фильм показал Разлогов по каналу «Культура», это был первый выход вообще якутского кино через телевидение на российского зрителя. Это было большое событие для меня. Да? И тут же фильм получил государственную премию Аюнского. И вот на этой волне мне показалось, что можно было бы снять давнюю мечту, значит, с 97-8 года. Он же вышел в 93-м году, книга. Вот этот роман, он всегда... Жизнь сама подсказывала. Это был подъем, духовный подъем, патриотический подъем. И вот 2005 года, когда уже стал вопрос, а что снимать, и все время хотелось что-то большое. Ну, я вот маленькие фильмы, я и сейчас могу, ну, мне кажется, есть очень много тем, которые можно и дешево снять, и на фестивалях там где-то засветиться, и призы получить, но это не мое кредо. Я к кино отношусь как к профессии, поэтому хороший спортсмен там, он же не будет довольствоваться там какими-то маленькими снарядами, а надо все, ну, качать больше. Вот. И да, в 2005 году, и так она как, ну, ребята мне рассказывали еще, когда Сахафильм 90, когда вышла эта книга, в 95-м, 6-м годах, мы часто разговаривали и говорят, мне кажется, что я, ну, пару раз сказал и все. Они говорят, нет, ты чуть ли не там неделю несколько раз рассказывал, что надо Тыгына снять. Вот, и она у меня так то уходила, то приходила, но он, конечно, во мне жил в 2005 году. Какие-то моменты, какое-то кино вижу там, допустим, «Сибирский цирюльник», да, меня, помню, поразил
вообще этот масштаб, тогда еще не было квадрокоптера, да, и такие планы были отсняты. Я потом долго искал, там интернета тогда еще не было, интервью искал, оказывается, там под вертолет там клали специальную головку, когда камера вот так вот не вибрировала, да, стабилизатором и так далее, вот. И вот сибирский цирюльник, он очень меня, конечно, поразил своей масштабностью. И потом я поехал учиться к Латяну. Вот, табор уходит в небо. Я в детстве видел, и тут тот мастер, что снял табор, я сижу перед ним и разговариваю, общаюсь, вот это мне вдохновляет. Тоже это было второе такое большое потрясение, хорошее. И мне очень захотелось снять о народе Саха так же ярко, как мой мастер Эмиль Владимирович Латянов снял про цыган. И он ворвался в мир с цыганами. Я привел к тебе белую кобылицу. А не смотри на меня так, Забар, не смотри. Голова закружится. Понимаете, он их поднял до такого высокого романтического уровня, что вот, мне тоже так захотелось о своем народе рассказать на таких высоких нотах. В последние дни, в последнее время в целом в мире идет тенденция духовного оздоровления, мне кажется. Потому что до пандемии мы жили как-то слишком материально, видимо, жили такими и руководствовались такими категориями, а сейчас больше внимания мы обращаем близким, друзьям, потом очень участились случаи, когда люди относительно молодые уходят и так далее. И вот в этом фоне выходит вот фильм «Тагындархан». Да? И если бы он вышел раньше или, может быть, позже, в простые, скажем, времена, то, может быть, я бы этого и не заметил. То, что я сейчас скажу. И вот когда Тыгын выходит в это время, он становится отдельным организмом и такой мистической фигурой, имею в виду фильм. Мне кажется, я вот смотрю на зрителей, которые до этого видели фильм, да? Мне кажется, они смотрят этот фильм, но смотрят не сюжетную линию, не актеров отдельно взятые, да? А есть такое понятие у народа Саха – сисмяиня, спинным мозгом. Вот, и мне вот как-то очень это импонирует, что когда я это спрашиваю мнение, никто не может сказать конкретно. А сказать вроде бы и просто сказать тоже, видимо, не очень, потому что материал достаточно глубокий, чтобы сказать, хорошо или плохо. Поэтому они говорят, мне надо еще раз посмотреть. Но я вижу у человека, которого я спрашиваю, я вижу, что он затруднен
именно вот в этом плане, что не просто что лежит на поверхности, да, он заставляет. Я имею в виду, ну, наверное, зрителя Саха, потому что он через себя пропускает вот эту всю историю, и на подсознательном уровне, спинным мозгом, он чувствует там какую-то силу, энергию, энергетику, которую он не может просто так сразу сказать. И, конечно, вот если говорить о Тагин-Дархане, он, конечно, наш символ. Одна из наших путеводных звезд, которая указывает нам путь. О, уран қайсақалар. Бары бир қаан ұру аймақ күрдік. Илләқтіге еләқтік. Сөбеләхін таңқалахан. Сүге көй батаған сөбек көй яран. Өйден олар бұта біте болылар. Вот. И, по сути, и Далан был таким человеком. И вообще наши предыдущие, ну, я не скажу там далеко предки, да, а вот я вот знаю писателей, и вот этот пласт 50-х, 90-х годов, вот, ну, они же в 90-х годах начали уходить. И это я расцениваю вообще золотым временем для духовности нашего народа. Потому что, смотрите, целый пласт писателей, великих писателей. И главное, их же было очень много. Ну, то есть не 2-3 человека мелькнули и ушли, да? А выросло целое такое поколение, один круче другого. Один умнее другого. И они как-то все так вот ну, относительно равные были. А в детстве, конечно, это была как данность, да? В детстве, в юности. А теперь я вот думаю, как вот их не хватает сейчас. Вот Далана не хватает, например. Да? Вот значение для нашего народа. Не просто там сплотиться, как-то там, ну, по-другому относиться друг к другу, а это нечто большее, где мы вот, действительно вот на протяжении всего времени, когда мы снимали этот фильм, и даже в Москве, на Мосфильме этот дух был. И все время мне казалось, что кто-то помогает. Наступает какая-то ситуация, вообще там невозможно ее разрулить там за какое-то короткое время. И вдруг находились какие-то силы, и мы ну, вот, решали эти вопросы. Вообще мистики в этом фильме очень много. Мистики. В том плане, что, например, где бы мы ни были, везде нас сопровождали орлы. Это очень большой символ. Символ ангаласков, да? Я орла видел вот с 4-5 метров, например. Он сидел ко мне боком. Мы ехали на машине, вот, за рулем сидел Харсхал, писатель, народный писатель. Тормознул. Я говорю, а что не едешь? Он мне так кивнул. Я посмотрел, это мы его увидели сбоку. Вот. И вообще, опять-таки, если возвращаться к мистике, в начале фильма, например, нашлись раскопки древнего человека, воина. И по завершению фильма Черепчей нашли.
ну, тоже захоронение древнее. Да? Вот, поэтому вот такие вот какие-то... А до этого, когда я начинал фильм, мой родственник Николай Жуков в нашем Аласе, в Черепче, нашел там 120, раскопал 120 пластин куях, да. И 2 кольца нашел. Потом ко мне пришел на работу и сказал, пора начинать. Ну вот такая вот мистика получается. В каком времени ты живешь, или родился, живешь и умираешь, мы всегда воспринимаем жизнь в целом, в гармонии, ну, не отдельно. Вот в этом, наверное, наша уникальность. Потому что, например, если даже ребенок воспитывается на русских традициях и говорит по-русски, наступает какой-то момент, когда он сам по себе становится саха, независимо от него. Или он начинает вышивать, или он начинает играть на каких-то инструментах, или он начинает писать, рисовать. То есть вот в каждом из нас вот сидит вот это творческое начало, и вот эта связь с предками. Мы же, вот кого не спроси, очень четко, любого человека, саха спроси, он все равно верит. Если даже он там христианин, другой веры и так далее, но все равно у него есть. Потому что и природа наша, и вот условия наши, север же, холод, это все равно мы каждый день обращаемся вот к этому. И даже в больших городах, я если даже и приезжаю в большие города, я все равно кормлю огонь, через газ там или вот это вот в каждом из нас есть. И как бы это все, вот это дает, значит, возможность вот так вот видеть мир. Немножко по-другому. Чисто по-азиатски, может быть. Мы не видим там, например, если дерево видим, которое стоит на краю дороги, которую мы украшаем, кормим для своей безопасности, скажем, да, зимой. И вот мы его никогда не отпилим, я так считаю, вот это дерево, да. А европеец, может быть, по-разному может поступить. Я думаю, что Далан, конечно, очень хотел. Он же прошел через очень большие трудности, через испытания. И он вообще, между прочим, Далан очень ценится в России среди таких прогрессивных людей. Потому что его вот эта книга о том, как он прошел заключение, да, оно же есть в интернете. Его именно воспринимают как человека свободолюбивого. Он во главу угла для человека ставил свободу, в первую очередь, да? И поэтому он не озлобился, он написал ТГН, чтобы хотя бы в литературе, в искусстве построить какое-то такое более-менее справедливое общество. И этим он нам ценен. И поэтому я руководствуюсь, идя по следам по его роману, у меня получился вот такой ТГН. ТГН романтик. ТГН не кровожадный,
Не тот, который там убивал ради чего-то, там, наживы и так далее. Да, такие моменты тоже были. Но в моем понимании Тыгын это все-таки очень высокий человек, духовно высокий. И действительно романтик. И мне кажется, вот его помыслы, его мечтания, желания, они воплотились. Мы стали отдельной республикой. Да, у нас наш язык государственный, у нас есть законодательное собрание, у нас есть театры, есть кино, есть литература. В общем, ну, об этом он, мне кажется, он об этом мечтал. Ну, очень интересный вопрос, да. Ну, обычно я свое кино, которое должен снять, даже там сценарий еще не написан. Ну, в смысле, он есть, как в жизни он существует, но не перенесен еще на бумагу. Вот. Я вижу 3 ночи свое кино. Вот. 3 ночи под музыку у меня в определенное время между сном и явью. Прямо я ведь знаю, какого актера я буду брать, да? Поэтому я эти кадры, фильм весь, не подробно, начало такое там, допустим, да. И да, и 3 дня я хожу в таком каком-то таком полусонном состоянии. И вот меня музыка вот в этом плане помогает, да. Финал снайпера, когда мальчик улетал, вот я точно знал, что он посмотрит на себя в молодость, да. И вот там такая должна быть такая музыка, и я. В основном мне всегда помогает, Марикони, да, Марикони из профессионала, профессиональная музыка. Вот. И 3 дня, да. А потом уже потом складывается какое-то такое, немножко уверенность приходит, что, точно знаю, что начало будет так, и тут же идет анализ. Вот это сниму здесь, там, по локациям по Якутии-то я все такие знаковые места я, знаю, бывал, поэтому вот идет такая вот формирование локаций, да, как сейчас модно говорить. Вот. И я точно знаю, что это будет там-то, там-то, там-то снимать. Тут же идут параллельно расходы, как туда доехать, где жить. А в конце концов получилось, что мы весь фильм снимали в Тулагино. Благо тогда еще это поле было не тронуто, повезло нам. Вот. У нас это вторая картина, где ни танков не было, ни пушек, ничего, и поэтому, конечно, камерные работы, можно было бы и развернуться. Но тогда вот как-то так руководство ставило такие нам рамки, что вот не до этого. Хотя можно было бы за эти деньги на базе, тогда Беларусьфильм была самая дешевая услуга в Европе, чтобы и там снять.
И оно уже существует давным-давно. Поэтому я вот в последнее время много раз говорил, что наша природа оживает и смотрится по-другому, если мы в своих исконных одеждах. Не приобретенных, которые там кафтаны вот мы носим, да, носим холода и вот эти как новгородские вот эти платья женщины носят. А истинно наших, то природа совершенно по-другому смотрится наша. Оно совершенно другое, и я всегда привожу, ну, для меня это тоже как девиз. Николай Алексеевич Глубинов сказал, что когда ты для саха пытаешься что-то сделать хорошее, природа открывается по-другому. Оно показывает уже совершенно другие свои какие-то секреты и тайны. Вот. Структуру, скажем так. Брат, да, брат, но брат два, ну, это уже немножко другое. А вот брат именно в то время, когда я только, подходил к серьезному кино, да, вот это я как структуру вычислял. И было очень сложно вычислять. Потому что это вроде бы все так просто, но это так лаконично и все так динамично было снято, да. Вот даже вот когда ружье вот это пилит, вот эта музыка, и там такое, ну скажем, это был фильм «Космос», можно сказать, вот именно в профессиональном понимании. До чего было все точно. Хотя, когда он приезжал сюда, Алексей, мы же спрашивали у него, он сказал, а это я так вот снял, между фильмами, он сказал. Оставалась какая-то пленка, взяли камеру и, не знали, что, зачем будет, по ощущениям. Вот. Некоторые большие мастера, конечно, несомненно, Балабанов, это большая, конечно, большая фигура, знаковая фигура в российском кино. И в мировом, наверное, тоже. Из мистики, что кино, мне кажется, оно такой организм, он и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Он как некая энергия, мне кажется, да, кино. Поэтому оно исполняется. Вот я 100% могу утверждать, что в моей жизни повторились какие-то ситуации, которые я снимал в кино. Это мистика, но тут, видимо, идет какая-то энергетическая смена между будущим и настоящим. И поэтому я стараюсь негатив в кино не приносить, потому что это может материализоваться. И то, что река, она не доснялась, мне кажется, вот в этом тоже есть какая-то логика. И мне кажется, Алексей потом он понял, что вот нельзя нас вот в этом таком свете показывать. Хоть это и болезнь и так далее, но слишком воспроизводить эту болезнь, как у них там лицо гнило, там, носы, это не материал, по-моему, для кино. Многие наши, по-моему, старшие наши коллеги и так далее пытались его отговорить, и так как-то запомнилось. Он говорил даже кино. Я
Очень затрудняюсь ответить на этот вопрос. Я вот, ну, я не скажу, что в детстве прямо мы это знали Олонхо, да? Но моя мама была очень духовным человеком. Она в нашем доме голос говорила Колесова, пластинки Ниргун Батор. Целый день у нас мы слушали Олонхо. Ну, не я слушал, а родители мои слушали. Шло радио ну, проводное, да, там новости Советского Союза, сколько шахтеры добыли угля, сколько собрано пшеницы. А параллельно вот Олонхо. Вот я честно говорю, мама очень любила слушать. И в какой-то момент я тоже садился рядом и начинал слушать. Ну, не понимая, может быть, и значения и так далее. Но вот это было просто. Поэтому в моем понимании Олонхо это ну, театр одного актера, да? Мне кажется, это все-таки исполнительское искусство. Именно вибрация языка, вибрация голоса, звучания, это уникальность его в этом. А если мы это превращаем там в кино или там, ну, как эксперимент, я имею в виду, можно, наверное, но это все равно в первую очередь, это мое мнение, что для меня важно вот это живое исполнение, живое перевоплощение. И, конечно, должен быть соответствующий интерьер. Это, наверное, в ночном клубе это невозможно исполнить. Олонхо, когда там все светится, звучит какая-то шумная музыка. Это определенный интерьер. Ну, естественно, это наш балаган, тегелек, да, вот это атрибутики, кумыс, там, это. И, конечно, отсутствие электричества, может быть, и это желательно ночь. Потому что ночью происходят все чудеса. Ночью рождается человек, вот, космос и так далее. Поэтому, мне кажется, Олонхо это в полусонном, полудреме, вот в таком состоянии, наверное. Поэтому ведь Олонхосуты это закрывали окна, равно как шаман, да. Только треск огня, огонь это вечность, уходит через сопла космическая да, ракета, ну, сопла, как в самолете, этот наш камелек, да. И вот эти искры, уходящие в небо, вот где-то вот в этом, наверное, направлении для меня Олонхо. Ну, рецензии я, конечно, ну, читаю, но не увлекаюсь этим. И я человек достаточно закрытый. У меня нет ни в Фейсбуке, ни в каких социальных сетях. И я не обращаю на это внимания, если честно сказать. Для меня важнее оценка моих близких людей, коллег, которым я импонирую. Вот, это для меня важнее. Конечно, и зритель, простой зритель, когда они ко мне подходят и что-то говорят. Вообще я предпочитаю живое общение, нежели там вот, читать там. А комментарии когда снайпер, я же не знаю до сих пор, кто это выложил. И когда мне сказали, что там снайпер, и тогда есть хорошие отзывы, я, конечно, прочитал. Не скрою. Это мне, конечно, импонирует. Вот. И там, в принципе, я согласен с
комментариями по снайперу, да, в те годы, что фильм не идеальный, видно, что малобюджетный, там немножко актерская игра может хромать, там это, но в целом там есть душа. Вот я об этом хочу сказать. Вообще, многие говорили, и там московские критики, вот даже как-то меня назвали режиссер-примитивист. Я и люблю примитивность. Вот, примитивность в том плане, что, если так судить, жизнь она сама же ведь достаточно, на первый взгляд вроде бы, да, солнце встает, мы начинаем двигаться, солнце ушло, мы легли спать. Вот в этом плане для меня важнее душа в кино. Поэтому если заложено вот это, даже в простых кадрах, когда ты именно хочешь, чтобы вот именно вот так вот посмотрели люди, вот с этого ракурса. И вот именно вот так вот он должен, герой, повести себя и должен так вот смотреть, да? И когда вот это вкладывается туда энергия, она доходит, мне кажется, до зрителя. Доходит. И именно в тех местах, я имею про своего зрителя, про Саха, конечно, да? И когда следишь и знаешь, что да, что это не только мое желание, а это вот общее такое. Вот здесь вот мы прослезились, здесь мы засмеялись, потому что там работает народная душа. Душа. И критики всегда отмечали это, что простое, примитивное кино с предсказуемым сюжетом, вот, но все равно его запоминаешь, потому что там что-то внутри этого кино, что-то происходит.